Раньше я вообще не давал показаний. Поделились своим опытом. Для того, чтобы совершить государственный переворот, сегодня не всегда нужно захватывать мосты, телеграф, почту, телеграф. Достаточно иногда просто изменить какой-нибудь закон, и страна просыпается в другом режиме. Вынес такое убеждение, что невозможно даже маленькую поправку в Конституции написать самому. Сняли стекло. Убил бы, говорю, мерзавца. А моя маленькая дочка говорит: папа, а ты же противник смертной казни. У нас иногда недооценивают первых документов, правоустанавливающих. Декларация о суверенитете, Конституционный закон о государственной независимости. Потому что Конституция – это тот закон, который никто не может нарушить. 30 лет, как говорят, полет нормальный. Да. Поэтому, празднуя юбилей Конституции, мы празднуем и юбилей нашей конституционной безопасности, потому что мы живем в стране безопасном обществе, безопасном мире. Ну, не надо терять бдительность, надо работать. Зрители, чтобы они тоже могли вовлечься в это, быть в курсе и знать, что у нас, например, в музее есть вот все эти интересные предметы. Документы вот все. Это все, да, это то, что часть нашей экспозиции, которую мы использовали во время выставки. Посетитель сегодня прям каждый вот смотрел, читал правки какие-то от президента, фамилии там звучали. Так, мы начинаем наш подкаст «Мураж Жайла». Я приветствую наших зрителей. Сегодня у нас в гостях председатель комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан, заместитель исполнительного директора фонда Нурсултана Назарбаева, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан Рогов Игорь Иванович. Игорь Иванович, я рад, что вы пришли к нам в гости, выделили свое драгоценное время, чтобы поделиться своей историей, своим опытом. Для нас это очень важно, зафиксировать все те моменты, которыми вы были свидетелем. И в том числе, конечно, мы будем рассказывать и нашим зрителям, и делиться той информацией, которая, возможно, где-то не звучала в СМИ. Ну, то есть это вот тот период очень важный, который связан с сегодняшней выставкой. То есть это предварение Конституции, музей первого президента. У нас открывается большая выставка. Перед началом я хотел бы, так сказать, преамбулу узнать, как вы пришли в целом вот к этой юридической правовой науке, что сподвигло вас стать именно вот на этот путь? Вы знаете, ощущать себя вот какой-то исторической личностью непривычно и довольно тягостно, оказывается. Я уже вроде речь идет о юбилее Конституции, уже не одно интервью даю, и все начинают с того, как вы стали юристом. Да. И, что ж, придется повторить. В роду у меня не было юристов. Потому что сказать, что это наследственное, было бы, наверное, неправильно. Все мои дяди, тети, отец, все были представители технических профессий. Значит, инженеры и так далее. И учителя. Если женщины, то учителя. И моя мама тоже была учитель русского языка и литературы. И никогда не было даже в мыслях, что кто-то будет юристом. Вот такой вот родился, что стал юристом. Вот. Знаете, я вот в одном интервью рассказывал, что на меня подействовали там детективы всякие разные, да? Что вот хотелось быть следователем. Это действительно так. Но сейчас наверное, момент, когда начинаешь уже давать чистосердечные, признательные показания, я должен сказать, что, наверное, еще потому, что не очень я тяготел к точным наукам. Наверное, еще и поэтому. Хотя у меня была 5 по математике, но мне больше нравились гуманитарные. Наверное, вот это сыграло основную роль. Так что поступил на юрфак со 2-го захода, первый раз не получилось. Поступал на другой факультет. Но когда заканчивал,
университет, попросился на следственную работу. Мгм. Хотел в прокуратуру почему-то, но направили в органы МВД, и вот там я начал свою службу следователем по розыскам РОВД. Вроде получалось, получил даже по итогам работы за год вымпел лучший следователь РОВД. Ну, я понимал, что парень молодой, руководство и коллеги решили, что будет для мотивации, давайте ему отдадим. Потому что там такие асы работали, Ну да. что просто стыдно сказать, что он лучший следователь. Я прекрасно понимал, что это была заявка. Но тем не менее, когда меня пригласили на кафедру уголовного права преподавать, я пошел туда. Почему пошел, тоже не знаю. Хотелось заняться наукой, разобраться с некоторыми криминологическими задумками, там, в общем, из любопытства ради. Ну вот и защитив кандидатскую диссертацию в 1981 году, а в 90-м году уже я заканчивал работу на докторской, меня пригласили в администрацию президента, только тогда назывался аппарат президента. В 90-м году в апреле был учрежден пост президента Казахской ССР еще. Да. Вот. И меня пригласили туда, пригласил Карбек Шанович Сулейменов. Он был тогда заведующим госправовым отделом, первым госправовым отделом первого состава аппарата президента. И вот я с тех пор на госслужбе. Вот возвращаясь вот к тому периоду, когда вы сказали, что работали вот следователем, какие-то вот сохранились моменты, вот, что вот врезалось в память именно вот работая вот по этой должности именно в следственном отделе? В администрации. Нет, до этого еще, когда вы только вот закончили обучение, и вот началась вот эта работа, когда вот дали вам вымпел, то есть какие-то вот такие особые случаи вам запомнились, именно вот первые, так сказать, будни, рабочие будни? Вы знаете, работа следователя, работа тяжелая и ответственная, ведь нужно принимать решения, которые могут изменить жизнь человека. И, например, принимаешь решение об аресте подозреваемого или обвиняемого. И ты понимаешь, что обратной дороги у него уже, шансов на обратную дорогу уже остается меньше, потому что практика показывает, что если человеку избран арест в качестве меры пресечения, то чаще всего он уже уйдет в суд и так далее. Хотя бывали и другие случаи, но у меня не было таких вот, чтобы... Вот. И если первое время я предпочитал избирать меру пресечения всегда не связанную с арестом, но потом, видимо, потому что мне дела давали такие полегче, как молодому следователю, где можно было. Но потом пошли более серьезные дела, более жесткие решения приходилось принимать. Я ловил себя иногда на мысли, вот, главное не привыкнуть, что арест — это все-таки крайняя мера. И когда ты уже делаешь это автоматически, избираешь, приходилось себя иногда останавливать, подумать. Вот. В общем, много было таких случаев, когда больше учился сам, извлекал уроки, чем кого-то там учить. Сейчас вот, оглядываясь назад, я думаю, человек выходит из университета, вот мне было 23 года.
некоторые коллеги младше были, 22-летние. Постарше были те, которые имели стаж. Жизненного опыта недостаточно. Но его довольно быстро набирал именно там. И вот это ощущение, что ты можешь очень много, оно иногда развращает человека. Я видел таких коллег, которые упивались своей собственной свободой, своей собственной властью. И всегда думал, не дай бог, перейти эту грань где-то там. Всегда надо сдерживаться, всегда надо думать о том, с кем ты говоришь, и тебе же будет легче. Вот такая вот, не знаю, это правильно или нет, то, что я рассказываю. Но и вот из таких эпизодов складывалось и отношение к работе, и отношение Это ведь тоже опыт. Это тоже складывается как опыт. То есть вот вы через это прошли. Да, именно человеческого общения, психологическое. Были интересные уголовные дела, были такие, которые, казалось бы, безнадежные. Проходило. Конечно, поддержка товарищей по работе. Ко мне очень хорошо относились, друзья. Руководство. Особенно я благодарен прокурору Изовского района, Нуркасыму Ахмедиевичу Ахмедиеву. Почему-то он очень хорошо ко мне относился, хотя это был очень жесткий прокурор. Все мы его боялись, уважали. Но вот из этого... Потом ушел преподавателем. Мне, наверное, по жизни всегда везло на руководителей. Вот вы знаете, где бы я ни работал, руководители попадались очень интересные. Смотрите, Ахмедиев, там, Агас, декан Басин Юрий Григорьевич, заведующий кафедрой Маркелов, потом Поленов Георгий Федорович, президент республики. Да, несомненно. Вот. Действительно. Но самое главное, я считаю, я для себя сделал, это стараться не подводить руководство и думать о последствиях своих. Вот это, наверное, очень важно. Такой момент, работа исследователем и далее уже продолжив работу уже преподавания в университете. Как вам именно вот в сравнении, то есть все-таки исследователь работа это очень напряженная, стрессовая, а вот работа и преподавание, то есть это тоже работа с людьми, студенты. Какие вот на тот период, когда вы преподавали, как студенты относились, например, к этому учебному процессу, как они воспринимали информацию, потому что это вот совсем другой период был времени. И как в тот период, например, студенты, они вот воспринимали вот этот вот учебный, можно сказать, процесс. После милиции, конечно, я не сразу себя нашел преподавательской. Оказывается, преподаватель не обязан приходить на работу каждый день. Он приходит тогда, когда у него есть занятия. А занятия мне, как молодому, давали много, но я все время считал, что вообще... И когда меня спросили, а что у тебя по расписанию вечерники? Мне вначале на вечернем давали, там была такая форма обучения с 18:30 там, до 8, а ты приходишь к 9. Я говорю, как, надо же на работе, а что там до 9, до 10, я же в милиции привык. Говорят, если занятий нет, общественных этих нет, то можешь не приходить. Потом один преподаватель, вернее преподавательница, она говорит, ой, какая тяжелая у нас нагрузка, как это тяжело, вот просто, ведь мы пашем, говорит, пашем. Я думаю, надо же, наверное, это. Подошел, посмотрел расписание.
Вот. У меня 3 раза в неделю занятия, а у меня 6. И я все время считаю, что я не дорабатываю. Но я понял, что надо тогда самому. И ударился в науку, писать кандидатскую и так далее. И все стало на свои места работать. Поэтому, когда я перешел на работу в администрацию президента, особых тягот не было, что вот с 9 до 9 и так далее. У меня докторская была практически готова, но когда я пришел в администрацию, я понял, что можно еще кое-что набрать, потому что доступ к информации и другой взгляд. А когда ты же с 9 до 9, я приходил на работу к 7:30, значит, запирался и сидел до 9 работал. В 9 я открывал кабинет, работал где-то часиков 7-8 я уже не запирался, а прямо сидел, там никого не интересовало, что он там работает, и заканчивал. То где-то часа 2, как в хоккее, часа 2 чистого времени у меня уходило на докторскую. Однажды заместитель начальника, заведующего отделом Облянин, пришел тоже где-то к 8, а я забыл запереться. Он проходит, дверь открыл. А что ты так рано? Ну, заходи. Я зашел, злой как черт. Говорю: Юрий Иванович, а можно, говорю, было поручение он дал, я говорю, я хотел бы вам сказать, что рабочий день еще не начался, и я к вам в 9 часов приду. Он говорит: а что? Ну, ему честно признался. Он говорит: это твое конституционное право. Это еще Конституция была Казахской ССР. В 9 я к нему пришел, дал поручение. Он говорит: ну и успеешь, когда ты... Я говорю: нет, я запираюсь только по утрам. Потом, говорю, уже не запираюсь. Ну, хорошо. Ну, в 91-м я защитил докторскую. То есть на год позже, чем я планировал. Ну, по-моему, она получилась более интересная. Собственно, одним из аргументов, когда мне предлагали работать, я сказал, что давайте я к вам приду после защиты. Спросили, какая тема диссертации? Я сказал, что проблема борьбы с экономической преступностью. Так это же, говорит, как раз вот мы этим и будем заниматься. Ты можешь не только, чтобы там получить новый источник информации, но и реально какие-то предложения внести. Это был очень серьезный аргумент. Все, я завтра выхожу на работу. И как так получилось, что я вышел, мой первый рабочий день был 17 мая 1990 года. Это мой день рождения, и мне исполнилось в тот день 40 лет. А нас предупредили, что рабочий день не раньше 9, имейте в виду. И вот первый день, 6 часов. Неудобно как-то вставать. Мне из дома звонят, говорят: ну, ты когда придешь-то? Все-таки, дома ждут. 40 лет, пусть не такая уже, это не юбилей, но тем не менее, мать там собралась. Я говорю: ну, наверное, скоро. Где-то в 7:30 я говорю одному из коллег: ты знаешь, я, наверное, пойду отпрошусь. Он говорит: ты что, говорит, начинать первый день работы, не поймут аппарате. Я говорю: ты знаешь, у меня уважительная причина. Сказал: стоп, никуда не ходи. Сейчас, говорит, исчез Пербек Шанович Сулейменов. Говорит: всем собраться у меня. Заведующий, заходим. Итак, говорит, сегодня рабочий день у нас, первый рабочий день начался с того, что я приношу извинения, мы обычно всегда поздравляем
А тут, говорит, некогда было. Всем объявляется амнистия, можете идти домой. И кто-то говорит, ну, Рогов, так и не удалось, говорит, его к аппаратной дисциплине приучить. Ну, ничего, 18-го уже работали, как По полагается, по полной программе. Вот. Так что началась моя работа с довольно неплохого события. Я хотел отметить, после работы в аппарате президента, далее уже в администрации, вам предложили работу министра юстиции. Вот у нас, как обычно, по телевидению видят министров, традиционно как бы интервью дают, и все. А вот за этой должностью, за этим человеком стоит огромный штат людей, огромная работа. Вот мне всегда интересовала вот работа министра, какая она была. Тем более работа министра юстиции. То есть это очень серьезное направление ведь. Вот, знаете, работа в администрации, ее не назовешь комфортной, да? Но то, что в правительстве, какая там нагрузка, я просто не ожидал. Знаете же, мне казалось, я уже все прошел. И следователем работал, и в администрации работал. В Конституционном суде тоже приходилось. У нас же был Конституционный суд. Но в правительстве это, не знаю, как сейчас, наверное, не лучше. Это постоянное то совещание, то какие-то мероприятия, то нужно ехать в парламент. И документы. Ты понимаешь, что все документы... Вот есть два министерства, всегда были виза, где обязательно визирование это министра юстиции и министра финансов. Сейчас говорят еще Министерство экономики. Там. Это значит все нормативные правовые акты, ненормативные акты, но правовые акты правительства. Это проекты закона. Все проходят через Министерство юстиции. Очень важно, чтобы был хороший, грамотный аппарат юристов. И вот у нас довольно сильный был состав. Но тем не менее, все надо прочитать. За все отвечаешь. Я помню один такой случай. Премьер-министром был Касымжан Кемельевич Токаев. Я в его правительстве был. И вот такой эпизод. Готовится одно мероприятие, постановление правительства должно было быть. А мои ребята дают заключение, что оно не соответствует Конституции. Я посмотрел, так оно и оказалось. Чтобы не было там, как я объяснил, в Конституции, в той редакции, потом это было исключено из Конституции, было написано, что запрещается финансирование общественных объединений государством. А Конституционный совет дал разъяснение, что под финансированием, я тогда не был еще в Конституционном совете, что под финансированием надо понимать не только прямые денежные, но и оплата там каких-то мероприятий, проезд и так далее. И правительство направляет какую-то делегацию профсоюзов, и поскольку мероприятия очень важные, вносится постановление оплатить им проезд. Есть постановление. Мне говорят, вопрос согласован. Премьер в курсе, указания свыше тоже есть, надо оплатить. Давай визируй. Я говорю, как вот прямо в Конституции написано? Не-не-не, пиши с замечаниями, есть такая форма. Я написал с замечаниями. Противоречит Конституции. Мне звонит Касымжан Кемельевич и говорит, Игорь Иванович, у меня просьба. В следующий раз отказывайте, говорит, в визировании.
потому что это не замечание. Ну, естественно, они не поехали, но потом нашли способ. Постановление правительства не было принято. Но вот это отношение премьер-министра к Конституции, оно до сих пор осталось, что раз написано, что противоречит, значит, и никаких вопросов не было. Хотя другие там, на другом уровне пытались давить, и давили, что заставили написать замечаниями. Но замечание такое, что... Конечно, больше я таких ляпов не допускал, что такое с замечаниями, а замечание противоречит Конституции. Значит, так. Ну, был такой один эпизод. Потом как-то случайно за рубежом встретился с этим профсоюзным деятелем, оказывается, он до сих пор на меня зуб имеет, говорит, ты вот тогда. Я говорю, ну слушай. Визу не подписали? Что-то не подписал, ему сказали. Я говорю, ну вот такой вот я. Посмеялись. Прошло. Такие вот. То есть в Минюсте начинаешь осознавать, и раньше понимал, что такое подпись, ну, в милиции это одно, но там цена подписи очень высока, потому что решаются государственные вопросы, и иногда надо быстро, иногда это, но никто потом тебя не спросит. Я помню такой эпизод, уже закончилась моя работа, я работаю в Конституционном совете, уже в администрации. Мне один руководитель силовых структур звонит и говорит, слушай, Игорь Иванович, мы вот тут старые дела берем там. Вот ты вначале отказал в визировании такого-то постановления, а потом все-таки завизировал. А почему это? Он называет, я говорю, я не помню. Хоть убей, не помню. Но вы посмотрите, вот завизировал через 3 дня. Вы посмотрите текст, который я отказал, и текст, когда я завизировал. Тут хмыкнул, потом через неделю мне звонит, говорит, слушай, это уже другой текст. Быстро исправили, и на этот раз я завизировал. Говорю, ну вот видишь. То есть это как-то я озвучивал уже эту мысль. Когда сомневаешься, как поступить, поступай по закону. Вот жестко по закону. Это и правильно, и безопасно для тебя самого. Прошло несколько лет 5, наверное, не, а то и больше. Но я за свою подпись отвечаю, и тогда ответил. Это очень важно. Этому научило меня правительство. Правительство. Когда правительство ушло в отставку, уже было не так тяжело. Видимо, привыкаешь, и определенные технологии уже появились, и чтобы быстрее и качественнее рассматривать, уже домой приходил не в 10 часов вечера, а где-то часов 8 уже удавалось, к 9 прийти. Вот. И когда ушли, я понял, что определенные навыки получены. И работая в администрации президента, там тоже, я говорю, не сахар, тоже работать приходилось больше. Там больше как бы, времени для творческой работы, потому что концептуальные какие-то вопросы обсуждать все. А в правительстве это текучка, это действительно. И когда я слышу, что назначили того или иного министра юстиции, я ему наряду с поздравлениями где-то мысленно желаю удачи, потому что знаю, что это очень непростая. Причем именно Минюст, я не знаю, как, я не хочу ничего сказать, что в других министерствах легче. Но здесь Минюст, он отвечает
за юридическую правовую безопасность страны. Я могу привести конкретный пример. Где-то в 2011 году, если память мне не изменяет, в Конституцию были внесены изменения, или в 7-м, сейчас трудно сказать, где особый порядок назначения силовых министров. Значит, министр внутренних дел, министр обороны, министр иностранных дел, не силовой, но тем не менее, должны были назначаться не по представлению премьер-министра. И я предложил расширить этот перечень. Я уже не был в Конституционном совете. Этот перечень должностью министра юстиции. Меня спросили, почему? На опыте я мотивировал украинском. Там была такая ситуация. Президент Ющенко, у него премьер-министр Тимошенко, оппозиционная партия. Да. А наши системы государственные очень похожи, что в России, что на Украине, что во Франции, которые позволяют теоретически, что правительство и президент могут быть разнопартийными, из разных партий. В России и у нас пока это теоретическая возможность, не было случаев. Во Франции 2 или 3, по-моему, 3 случая были, когда разные партийные, и Францию довольно лихорадило, но тем не менее, благодаря конституционным вопросам, которые были хорошо решены, все прошло. На Украине тоже это случилось, что правительство пришло Тимошенко, а Ющенко, и министр юстиции был из ее команды, естественно. И указ президента Ющенко, министр юстиции заявил публично, что он не соответствует Конституции. Может быть, это и так, может быть. Но в конституциях наших написано, что гарантом Конституции является президент. Да. По идее, имеет право любой министр высказать свое мнение. Но тогда, если ты не согласен, я считаю, ты должен подать в отставку. Министр юстиции Украины не подал в отставку. И вот в этой ситуации я сказал, что поскольку президент отвечает за конституционную безопасность, министром юстиции должен быть человек, не подверженный партийному воздействию. И со мной согласились. Был министр юстиции, 4 человека назначались. Но в 2017 году была реформа, и решили оставить в проекте Конституции, где я тоже работал, в этой рабочей группе, решили оставить только министра обороны и министра иностранных дел, которые согласие, вернее, назначается президентом без представления правительства, то есть премьер-министра. Уже в парламенте, когда был проект, по предложению депутатов этот список был расширен, еще и министра внутренних дел вернули. Как я не пытался доказать, что нужно расширить и вернуть министру юстиции, со мной не согласились, и сейчас 3 министра. Мои доводы никто не воспринимал, говорят, это корпоративная интересами, что вот юристы должны быть и так далее. Хотя я убежден, что вопросы юстиции – это вопросы правовой безопасности страны. Я могу много говорить на эту тему, но лишь, так сказать, на будущее эти разговоры будут. Опыт показывает, последний опыт многих стран, что для того, чтобы совершить государственный переворот,
Сегодня не всегда нужно захватывать мосты, Мгм. телеграф, почту, телеграф, Ленинская. Да. Хотя бы можете и не помнить. Ну, по истории то, что там Что там военные танки вводить в чрезвычайное положение. Достаточно иногда просто изменить какой-нибудь закон, и страна просыпается уже при другом режиме, Мгм. при другой правовой ситуации. И не случайно все больше и больше и на Западе, и в других странах говорят о необходимости сохранения правовой и, в первую очередь, конституционной безопасности. Вот работа в Конституционном совете, до этого еще в Конституционном суде, убедила меня, особенно изучая опыт других стран, и работа в Венецианской комиссии Совета Европы, где обобщается опыт в других странах Конституционного совета, показывает, насколько важно обеспечивать эту правовую и особенно конституционную безопасность. И то, что мы отмечаем юбилей Конституции, 30-летие, я думаю, это хорошо. Это повод не только для того, чтобы устроить всеобщее, всенародное ликование, но и подумать о том, чтобы Конституция, конституционная законность соблюдалась как можно жестче. Вот это такой вот мой опыт работы в правовых структурах. Но если более подробно, эта тема отдельная. Я хотел вот вам задать вопрос по сегодняшней вот нашей выставке теме, по именно нашей сегодняшней теме, именно Конституции. Вот всегда было интересно. То есть мы, например, в тех же экскурсиях, тех же, например, каких-то лекциях обычно говорим, Казахстан принял Конституцию в 93-м году, в 95-м году референдум прошел. То есть мы только отмечаем этот факт, что он прошел, то есть был, а вот мы с вами сейчас сидим вот на этом импровизированном столе, где вот представлены все эти проекты, 16 проектов, плюс проекты зарубежных специалистов, экспертов. То есть в каких условиях вот проходила эта работа, то есть как мы в экспозиции отмечали, что это было отдельное место, где люди могли собраться, обсудить вот эти важные статьи, то есть где-то, например, статьи, там, вопросы задавались, зачеркивались, дополнялись. То есть именно в каких условиях вот этот период 95-го года, как принимались вы непосредственно, как вы это воспринимали? Ну, я вам так скажу. В работе над первым текстом, вот, который я не принимал участия. Абсолютно. Только лишь по сообщениям прессы знали о том, что происходит. Я работал в Конституционном суде. Судьи Конституционного суда не привлекали для этой работы. Но вот все последующие реформы я принимал участие. И хочу сказать, что вынес такое убеждение, что невозможно даже маленькую поправку в Конституции написать самому, одному, отдельно, когда говорят, вот этот автор, тот автор. Потому что обязательно нужен коллективный анализ, коллективный экспертный анализ. Ну, на собственном примере я вам могу это продемонстрировать. Да, кстати, когда я пришел уже второе мое появление в администрации президента после Конституционного суда, я подал в отставку. Еще когда Конституционный суд работал, узнав, что в проекте предусматривается Конституционный совет, я решил не ждать, пока это все закончится, и написал заявление президенту, что прошу освободить меня. И в тот же день он мне предложил Должность работу помощника. Да. Значит, и у нас состоялся разговор по телефону из кабинета руководителя администрации, тогда был Нуртай Абыкаевич Абыкаев. Да. Я к нему пришел, когда меня пригласил Сулейменов Карбек Шанович, потом поехал туда. Согласен. Он мне сказал, говорит, мне нужен юрист, будешь помогать. Сейчас давай это.
Ну, я знаю, что там с некоторыми положениями не согласен. Ну, думай, ну, будем дальше. В общем, я понял, что он пытается мне сказать, что это не на века вечный вот этот текст Конституции. Ну, подумал, просто он ко мне хорошо относится и типа успокаивает. А потом он публично об этом заявил. После принятия Конституции, где-то через неделю, он публично заявил, что мы будем по мере продвижения вперед менять и дальше двигаться. То есть как программа. А с некоторыми положениями, ну, я был просто даже как юрист не согласен. Например, не было суда присяжных. Там. Невнятно было сформулировано, кто же дает санкцию на арест. То ли прокурор, то ли суд. Значит, и так можно было толковать, и по-разному толковали. Прокуратура вцепилась в это, говорит, нет, только мы должны давать санкцию. И ряд других вот были огрехи там, на мой взгляд. И вот проходит 3 года, где-то в 98 году президент приглашает меня к себе и говорит, слушай, ты там что-то говорил вот по Конституции? Я говорю, да, вот, давай, где ты мог бы вот уединиться и спокойно свои предложения написать и так далее. Я изумленно смотрю, и, ну так это, как находчиво, я сразу говорю, в Алмате. Там, говорю, никто меня. Хорошо, поезжай в Алмату, значит, садись и пиши. А перед этим вот буквально за день мне одно должностное лицо из администрации президента говорит, слушай, Рогов, так часто ездишь в Алмату, ничего там делать, вот, больше не поедешь, ничего тебе в Алмату ездить. Я погрустнел, и тут вдруг на тебе. Я говорю, а вы не могли бы вот такому-то сказать, что вы меня отправляете? Он говорит, да, конечно. Он звонит там, говорит, Рогов едет в Алмату там, на пару недель, оформи ему, значит, поездку. Интересно, какая была реакция? Тут же я оттуда захожу, он говорит, так, значит, в Алмате, вот вам поручение, говорит, напишите то-то, 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 то-то. Я говорю, ну, хорошо, ну, давайте вы согласуете с президентом. Ну ладно, он понял, что здесь что-то не то. Я уехал, ну, как говорится, отвязался по полной. Написал много, написал предложения и редакции статей. Потом приезжает президент, Мухамеджанов, он министр юстиции. Нет, по-моему, да, он уже был министром, по-моему. Данаков, там, Колпакова, да, все. И он говорит, ну, что там написал? И отдается это все группе. Оказывается, сформировали рабочую группу, и надо работать. Вы знаете, сильный, как говорится, удар по самооценке. От моих предложений, причем аргументированная критика, аргументированная это, осталось совсем немного. Но кое-что осталось. В частности, присяжные, там еще некоторые, 2 или 3. А все остальное ушло. И так было каждый раз, когда мы над чем бы ни работали. И над уголовным кодексом, и над это. Вроде ты кажешься себе, ну, если не гениальным, то близко к этому. Да? Ты вот написал, вот все, прекрасный проект. Ну, когда приходят коллеги и начинается разговор, и ты вынужден соглашаться, потому что их аргументация беспочвенной не бывает. Не бывает. Это научила меня жизнь именно в администрации. Я помню, как еще, когда первый мой заход, какой-то проект закона там принесли по поправкам в уголовный кодекс, еще старый, Казахской ССР. Я все-таки уже докторскую по уголовному праву, я считал,
что я что-то разбираюсь там. И я приношу, отдаю Обрядину. Он говорит, а согласовывал с Минюстом? Я говорю, да не надо. Говорю, все нормально там. Говорит, покажи на всякий случай. Я так небрежно отправляю. Только срочно надо, там, гляньте одним глазом. Они глянули одним глазом и замечания выкатили, которые, как я проглядел, я прихожу и говорю, а вы были правы. То есть каким бы ты ни был специалистом, закон, тем более Конституция, невозможно написать одному. И когда я вижу, публикуют, вот такой-то автор, там кто-то написал проект Конституции, да, отсюда, я думаю, я уже через это проходил. Пусть не Конституцию, а просто поправки, критика, и она всегда конструктивная. Там, где вопрос идет, и всегда нужно коллегиальное обсуждение, даже если кажется все безупречно. Поэтому вот проект всех поправок он проходил именно в рабочей группе. И первая была реформа 98 года. Она была достаточно серьезная. Увеличен срок полномочий депутатов Сената, депутатов Маджлиса. Там 6, а здесь 5 лет. Значит, механизм импичмента члена правительства, как может. Сложная довольно процедура. Потом она в последующих реформах была упрощена, но это шаг, большой шаг к перераспределению полномочий. Ну, про суды я уже сказал. Потом в будущем и было принято решение и по санкционированию, по смертной казни. Мне казалось, что никогда столько противников было отмены смертной казни. Я был убежден, что и сейчас убежден, что жизнь... Я не религиозный. Но тем не менее, я считаю, жизнь дается Богом, и отбираться она должна не человеком. Вот. Забавный случай был. Полемика была такая. У меня обокрали мою машину. У меня была девятка. И ночью она стояла под окном. Сняли стекло лобовое. Я спустился вниз, разозленный, вызвал полицию. Домой пришел, жду, когда приедет. И говорю, убил бы, говорю, вот мерзавцев. А моя маленькая дочка говорит, папа, а ты же противник смертной казни. Я стал объяснять, доча, человек имеет право на эмоции. Вот я человек, вот я могу. Потом не каждое слово надо, не каждая улыбка в строку, как говорится. А вот государство, говорю, не имеет. Но я понял, что она не поняла, в чем разница. Да? Что ей там еще разница. Понял, что надо быть осторожнее в эмоциях даже с собственными детьми. Так что вот. И вдруг в одной из конституционных реформ президент предлагает, говорит, может быть, все-таки со смертной казнью какой-то шаг сделаем. И было принято решение, что смертная казнь в мирное время может применяться только за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей. А в военное может применяться. То есть это был большой шаг. Тем более, что у нас, слава богу, не было террористических. Потом один раз было. И плюс действовал мораторий на смертную казнь. Вот. А сейчас, вы знаете, в 2022 году полностью отказались от смертной казни.
То есть вот такая ситуация. Я давал интервью, работая еще в Конституционном совете, и меня журналист спросил, ну, какие вот вы цели ставите перед собой, после которых вы считаете, можно уходить на пенсию? Я сказал, 2 цели. Я наивно полагал, что это будет не скоро. Это, говорю, отмена смертной казни и создание суда присяжных. Нет, это еще было до Конституционного совета еще. Суд присяжных был создан довольно быстро, были внесены поправки. Я думаю, ну, это еще надолго. И вот со смертной казнью первый шаг был в 2007 году. Потом спустя 15 лет полностью отменена смертная казнь. Но тут уже я и был на пенсии, так что здесь можно было. Так что... Ну, то, что вы задумали, они уже сбылись. То есть я отменил смертную казнь. Но главное, я видел это. Я это видел. Я дождался этого. И такой вопрос. То есть вот какую роль Конституция именно традиционно, возможно, задают журналисты, такие вот в журналистской среде. То есть какую роль играет Конституция именно в укреплении независимости, можно сказать, суверенитета? Потому что ведь Конституция, он должен служить на благо народа не просто как Конституция, которую мы вот отмечаем только 30 августа, либо в преддверии 30 августа, и вот на этом заканчивать. То есть он должен быть постоянно действующим, как живой организм, который реагирует на вот все эти какие-то изменения в обществе, в целом государстве. Вот как вы думаете, вот какую роль Конституция должна играть, и как государство, либо институты государства, они должны доносить вот важность Конституции для населения, особенно для молодого поколения, чтобы они понимали вот значимость? Знаете, в современном мире Конституция играет первостепенную роль именно в обеспечении и государственной независимости, и суверенитета. Причем нас иногда недооценивают вот первых документов, правоустанавливающих. Декларация о суверенитете, Конституционный закон о государственной независимости, потом Конституция. Ведь они все взаимосвязаны и порождают иногда последствия, которые совсем нежелательные для того или иного государства. Ну вот, скажем, значение декларации о суверенитете, потом благодаря этим документам Казахстан получил международную правосубъектность. Его признали другие государства. В Организацию Объединенных Наций ушел наш конституционный закон о государственной независимости. Поэтому, принимая Конституцию, законодатель той или иной страны все-таки должен во избежание будущих проблем соотносить вот то, что он пытается в Конституции, с теми учредительными документами. Ну, вот как когда юридическое лицо создается, что вначале? Учредительный договор, потом устав и так далее. Вот сейчас, недавно я слышал, Российская Федерация заявила о том, что имеет право пересмотреть вопрос о международном признании Украины. Потому что в декларации о суверенитете ее, после которой она получила независимость, было записано ее нейтральный статус. И в Конституции первоначальной было. То есть мы не будем сейчас вдаваться, кто прав, права ли Российская Федерация, не правы ли. Причем это заявили пока на уровне ученых там и так далее. Но
законодатель и правоприменитель, естественно, должен учитывать возможные риски. Зачем будить лихо, когда оно тихо, когда вносятся предложения, которые не связаны между собой, когда те или иные международные последствия наступили именно благодаря вот той или иной редакции Конституции или вот этих учредительных договоров, в кавычках, значит, каковыми является декларация, там, конституционный закон, надо быть очень осторожным. И когда я вижу вот проекты или предложения, мол, давайте примем нашу новую конституцию, там то, другое, давайте подумаем, вернемся к тому, когда мы получили международную правосубъектность. А признают ли международная общественность? А признает ли в целом то или иное положение? Значит, здесь это очень важно. И здесь нужна очень серьезная правовая экспертиза. Прежде чем я говорю о конституционной безопасности, о конституционной независимости, абстрагируясь пока от нарушений, от правонарушений, от преступлений, которые, конечно же, представляют угрозу. А вот даже на формировании того или иного проекта закона, особенно конституционного закона, и, конечно, чрезвычайно важно при внесении поправок к Конституции, или тем более, если кто-то предлагает что новую редакцию, давайте смотреть, а как к нам относились, как нас признавали старыми, насколько оно противоречит друг другу, и насколько это является совместимым, и не породит ли это сомнения в нашей правосубъектности. Это я имею в виду не только вот Казахстан, это любая страна, как мне представляется. Об этом пишут сейчас многие юристы, теоретики, специалисты конституционного права. Если понаблюдать, прямо сам термин конституционная безопасность, он появился сравнительно недавно, где-то лет 10-15 впервые. Я его услышал из уст председателя Конституционного суда Армении Гагика Гарушича Рутняна. На одной из конференций он сказал, тогда меня это очень сильно заинтересовало, поскольку я всегда имел отношение к силовым структурам и так далее. И вот это чрезвычайно важно. Я думаю, что у нас более-менее, не сглазить, нормально в этом отношении, потому что юридической проработке придается предварительно очень большое внимание. Особенно, кстати, это по нашей тоже инициативе. При президенте был в свое время создан Совет по правовой политике. И уже, по-моему, 3-я редакция концепции правовой политики Республики Казахстан, утвержденной президентом, который вытекает, как бы развивает конституционные нормы. И вот это очень важно, соблюдать эти конституционные нормы. Проблема может обостриться. Этому надо отдавать себе отчет с появлением такого процесса, как цифровизация и особенно применение искусственного интеллекта. Очень актуально. Знаете, здесь надо быть очень осторожными и внимательно следить за процессами. И в случае необходимости, может быть, придется и корректировать и конституционную материю. Я уже как-то об этом говорил в одном из своих интервью. Хотелось бы снова вернуться к этому. Вот. Какие формы демократии история знает? Первое – это древние Афины. Это непосредственная демократия. Афиняне собирались на форуме, и все население Афин, которым обладали правом голоса, они голосовали и принимали решения. Это высшая форма, да, демократии. Все решения. Ее фрагменты мы сейчас наблюдаем при
референдумах. Ну, с увеличением территории, населения и так далее, технически это было невозможно. И появился такой институт, как представительная демократия. Кстати, в Казахстане непосредственная демократия тоже была. Курултай, съезды. Казахи собирались вместе, поднимали хана на белой кошме, принимали другие важные решения. Конституционные, скажем так, значимое решение было непосредственно. Но рано или поздно это становилось просто технически невозможным. Появились представительные депутаты, президенты, избираемые и так далее. А сейчас цифровизация. Узнать мнение значительной части репрезентативного количества населения довольно просто. Если еще лет 5-6 тому назад далеко не все были на «ты» с компьютером, то сейчас смартфоны и прочее, практически все взрослое, и особенно даже не взрослое население, владеет. И, предположим, парламент принимает закон, кто-то проводит опрос, он не предусмотрен законом. Есть популярные чаты, популярные форумы различные. Да, и форумы. И оказывается, значительная часть населения, может быть, не большинство, но они не принимают этого. Должен это законодатель учитывать? Я думаю, обязан. А если через 2-3 года, а может быть, через 5 лет, а может и раньше, это станет возможным, все население, обладающее правом голоса, опросить любой может, допустим, да? И как это будет воспринято, то или иное решение? Государство в этом направлении работает. Во многих государствах появился такой институт, как петиция, рассмотрение петиций. И у нас оно введено. Значит, когда государственный орган обязан рассмотреть и принимает решение. Иногда в поддержку этой петиции, иногда нет. А если число недовольных реакций возрастает до критического, как тогда реагировать? Где-то грань, когда нужно уже проводить, может быть, референдум или еще другие. То есть вот даже такой простой вопрос. Это же стало возможным только благодаря техническим. А тем более, если этот подсчет проводит искусственный интеллект, если при выборах там Центральная избирательная комиссия считает, а тут искусственный интеллект тебе через 5 минут выдает результат, и как население... Делают это еще и разбавку по гендерному, возрастному, региональному. И здесь надо об этом думать. И вот мне кажется, что то, что сейчас разрабатывается, проект закона об искусственном интеллекте, это только первый шаг. Не исключено, что когда меня спрашивают, а будут у нас еще и конституционные изменения? Я говорю, я не знаю. Моя фамилия Рогов, а не Нострадамус. Да? Я не могу предсказывать. Да. Но мое шестое или какое-то чувство подсказывает, что вот этот процесс давления цифры, и особенно искусственного интеллекта, он рано или поздно заставит решить вопрос с тем же искусственным интеллектом на конституционном уровне. То есть это уже как современная это будет, реальность. трудно сейчас сказать. Но и остановить этот процесс невозможно. Китай в свое время пытался остановить. Сейчас он лидер. Сейчас у них идет впереди. Соединенные Штаты Америки пытались. Помните, были публикации того же Маска, который говорил, ой, бойтесь, ни в коем случае, значит, искусственный интеллект. И сейчас он один из закоперщиков развития искусственного интеллекта и ни о каком нормативном слышать не хочет.
хотя он сейчас уже не государственный служащий, но Да. тем не менее. То есть эти процессы заставляют все больше и больше думать именно о конституционной безопасности. А она обеспечивается в значительной мере не только и даже, может быть, не столько силовыми структурами, сколько юристами, владеющими цифровыми технологиями и знающими или хотя бы стремящимися изучить вот это цифровое право и каким-то образом. У нас в Алмате ежегодно уже вот несколько дней, лет подряд проводится форум международный Almaty Digital. Да. Вот был 2025 год, и я уже где-то 3-й или 4-й раз на нем. И каждый раз у меня появляется чувство, ну если не страха, то чувство беспокойности. Вот это ощущение, что мы, юристы, немножко, а чем дальше, тем все больше, не догоняем, хотя двигаемся в этом направлении. Самое главное — не поддаваться панике и работать с опережением. И то, что у нас сейчас работают над этим депутаты, молодцы, они подняли эту проблему. Там мало юристов, которые в этом разбираются. Надо привлекать зарубежных специалистов. И вот наш телеграм-канал, который так и называется, телеграм-канал нашей комиссии Да. по правам человека, он называется «Юридические диалоги». Если вы не подписаны, подписывайтесь. Там мы привлекаем. Вот опять приедут французы, приедут эти. Привлекаем зарубежных юристов. Правда, уже того эпитета, который раньше был, что вот, европейские, там, американские юристы, которые знают цифровое право, нет, потому что у нас тоже уже выросло поколение юристов, владеющих этой материей. Но, тем не менее, успокаиваться не надо. Здесь работы очень много. Подытожить нашу вот беседу, подкаст наш, ваше пожелание, возможно, и вот, то, что вы хотите увидеть, возможно, либо то есть касательно вот нашей Конституции, реакции нашего населения на Конституцию, то есть можно сказать как пожелание, то есть что вы пожелали бы нашим гражданам, нашим зрителям касательно именно вот знания в области права, в области вот конституционного строя. То есть мы ведь должны это все понимать, должны это все анализировать. А тот же, например, момент, когда вы сказали про суд присяжных, ведь сейчас очень трендово стало делать онлайн-трансляции судебных процессов, ведь громкие дела, которые мы вот знаем, это все привлекло огромную массу людей, которые целыми днями смотрели за этим процессом. То есть это тоже какой-то этап, возможно, может, правовой культуры человека, то есть общество постепенно вникается в этот процесс и является частью вот правовой культуры и участвуя в этих процессах, смотря за теми же прениями сторон, какие-то вот, возможно, статьи слышат, которые никогда не слышали, слышат какие-то важные моменты, они тем самым становятся частью вот того социума, который развивается с Конституцией. И вот хотелось бы от вас, как мастера своего дела, пожелание услышать, чтобы граждане, как мы должны взаимодействовать с нашим основным законом. Ну, что я могу сказать? Вот объективно, если посмотреть правовую обеспеченность нашего государства, то она довольно неплохая. И Конституция, и законы, сопровождающие ее, и защита прав человека, гражданина на нормативном уровне вполне приемлемые. Это говорят и
международные экспертизы, и наши зарубежные коллеги. А вот правоприменение, здесь я бы не сказал, что у нас нет проблем. То есть недостаточно. Вот где-то один коллега, перефразируя известную фразу одного из героев Ильфа и Петрова о том, что Уголовный кодекс надо не только читать, но и чтить, он сказал, что это относится и к Конституции. Так вот, я хочу сказать, что ее и читать надо, и чтить. Игра слов, да, англичанин нас не поймет. В чем разница? Вот. Но можно ли чтить, почитать Конституцию, если она нарушается иногда, так скажем, или в отдельных случаях, государственными органами, государственными чиновниками. И вот здесь чрезвычайно важно обеспечивать ее неукоснительное соблюдение. Тогда ее будут уважать, бывают чтить. Меня могут упрекнуть, сказать, вот опять преклонение там перед Западом или еще что-то. Но когда меня спрашивают, что вот вам запомнилось больше всего, когда вы были в Соединенных Штатах Америки, я хочу сказать, это отношение граждан к праву, к суду и к собственной Конституции. Слово «Конституция» в беседах я слышал гораздо чаще, чем у нас. Причем от разных людей, когда заговаривали. Мне могут сказать, что это пропаганда, что вот государственная машина, вот они специально это делают, вот буржуи, вот им это выгодно. А что нам мешает? Что нам мешает пропагандировать Конституцию? Ну, не просто говорить, какая она прекрасная и так далее, а показывать гражданам, вот это твое конституционное право, вот это на это ты имеешь право, на это не имеешь. Вот здесь твоя обязанность. Это, в первую очередь, к пропаганде, так сказать, к правовому воспитанию. Но этого недостаточно. Нужно, чтобы были механизмы, позволяющие человеку поверить, что его жизнь, права и свободы, как это записано в Конституции, является высшей ценностью в нашем государстве. Вот. А для этого должна быть соответствующая работа, в первую очередь, правоохранительных и судебных органов. Вот мы на заседании нашей комиссии предполагаем на следующем заседании, если получится, заслушать вопрос о роли административных судов, которые, знаете, сравнительно недавно были учреждены в соответствии с административным процессуальным кодексом, на который возлагалось очень много надежд, и о том, насколько они обеспечивают, оправдывают эти надежды. И, забегая вперед, еще до этого, я все-таки считаю, что это большой шаг был вперед по обеспечению прав человека. Но здесь вот очень важно, чтобы люди верили, любой человек, он верит только тому, что он видит, слышит и на его собственной судьбе отражается. Все верно. Или на судьбе его знакомых и близких. А для этого нужны механизмы. И вот то, что создан, когда мне говорят, вот почему вы так вот все хвалите Конституционный суд, чем он лучше, чем Конституционный совет? Да не лучше он, а компетенция у него другая. Конституционный суд, как и первый суд, так и этот, действующий, наделен правом рассмотрения индивидуальных жалоб. Индивидуальных жалоб. И когда человек вдруг понимает, что его суд может защитить
Не только от нарушений каких-то конкретных, от государства в целом. Принят закон, приняло государство. А он считает, что вот его личные права государство нарушило, и он может обжаловать действия государства в Конституционный суд. Вот это дорогого стоит. Да. Вот ради этого стоило проводить реформу, и это, я считаю, главной заслугой реформы 2022 года. Это огромный шаг вперед. Конечно, сейчас очень и тяжело судьям работать, и население еще не привыкло, и самое печальное, что далеко не все юристы понимают, разбираются в конституционной материи, хотя, может быть, и неплохие юристы. Но эти шаги сделаны, и это серьезные шаги. Я не сказал, Жус, что это абсолютно вот перевернуло все. Потому что и Конституционный совет защищал права граждан по обращениям депутатов, президента, премьер-министра и, главное, судов. Суды могли обращаться. Сейчас суды сохранено, добавлены еще в качестве субъектов генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека. Но то, что и сам человек может обратиться, вот само понятие, что да, государство защищает права человека, да, оно их обеспечивает, но человек убежден, должен верить, и практикой мы должны доказывать, что даже от государства он может быть защищен, потому что Конституция — это тот закон, который никто не может нарушить. Вот поэтому я хочу поздравить всех с наступающим юбилеем. 30 лет, как говорят космонавты, полет нормальный. Да. Можно его сделать более эффективным и, может быть, комфортабельным. Можно и нужно, но делать нужно осторожно. Это, конечно, не так опасно, как космический полет, но, тем не менее, мы живем в очень сложном, изменяющемся мире. И, повторяю, конституционная безопасность, она выходит на первый план и является основой национальной безопасности. Если раньше мы говорили где-то там один из компонентов, мне представляется, что международная обстановка показывает, что конституционная безопасность — это основа национальной безопасности. Поэтому, празднуя юбилей Конституции, мы празднуем и юбилей нашей конституционной безопасности, то, что мы живем в сравнении безопасном обществе, безопасном мире. Но не надо терять бдительность, надо работать. С Спасибо. праздником, коллеги, друзья. И вас также, Игорь Иванович, с праздником. Спасибо, что вы уделили свое драгоценное время, поделились своим опытом, важными, интересными деталями, моментами. Спасибо еще раз, что вот участвовали в нашей выставке, поделились своими мнениями и участвовали в нашем подкасте. Я думаю, это будет очень полезно для наших зрителей, ну и для нашего фонда музея. Это будет очень ценный материал. Спасибо вам большое. Спасибо. Раньше я вообще не давал показаний своей личности. Вообще. Когда меня приглашали, говорили, вот даже была передача по телевидению, называлась «Формула личности». Они приглашают, я говорю, о личности разговора не будет. Будет о Конституции,